С амуницией древних воинов Крыма можно ознакомиться на территории исторического памятника Текие-Дервишей в Евпатории. Образцы обмундирования и вооружения были воспроизведены крымскими кузнецами по древним рисункам и описаниям. Выставка «Древние воины Крыма» приурочена к десятилетнему юбилею побратимства Евпатории с турецким городом Силивке. Экспонатов здесь еще немного, но зато воссозданная амуниция полностью соответствует историческим образцам, уверяет Текие. Воссоздана по образцу каких-то рисунков, по совету. Каждый ученый или каждый знающий человек добавлял какое-то сюда оружие. К оружию какое-то другое добавил. Экскурсоводы начинают экскурсию со скифского воина. У него кожаные доспехи, стальной шлем и легкая кожаная обувь. По тем временам, а это 8-4 век до нашей эры, он был неплохо вооружен. Когда, значит, из рук сабля выпадает и стрелы, то в запасе остается еще один инструмент, вот такой молот. Это антиквар, это древний, который мы представили в этом музее. А это все воссоздано мастером. А это славянский воин. Он уже одет в кольчугу, у него закрыто лицо, тяжелый меч и топор с длинной ручкой. Воины княжества Феодора, существовавшего на Мангупе в 12-15 веках, тоже носили кольчугу. Жили там в основном крымские готы, греки и аланы, исповедавшие православие. Отсюда и элементы византийской культуры на амуниции. Мы видим двуглавый орел, мы видим топорище такое современное, мы видим уже эмблему или узоры древних греков, что ноги защищает. Здесь есть и амуниция греческого воина с традиционной красной накидкой и шлемом, закрывающим все лицо. Но единственное, что Александр Македонский одевал такой шлем, только у него были рога здесь, значит. И поэтому в Средней Азии, где долго воевал Александр Македонский, то есть завоевывал Среднюю Азию, его называли двурогим Александром. Тюркский воин готовил себе амуницию сам. Каждый старался сделать ее узнаваемой. Лук украшали мехом, наконечники стрел перьями. У тюркских воинов вместо меча появляется изогнутая сабля. Она легкая, острая. Изобретатели даже предусмотрели в ней бороздки для крови. Мы уже видим другая обувь у турков. Мы уже видим вот такие сапоги. И в сапогах появляются каблуки. То есть это указывает, что это были наездники. А это воин Крымского ханства. На нем уже нет кольчуги, металл защищает лишь его голову, плечи и руки. У него легкое вооружение, чтобы не нагружать коня. Его обувь с каблуками, как и у турецкого воина. Именно в таком костюме, наверное, воины Хаджи Девлет-Гирея шли на Москву. Завершает экспозицию воинов рядовой евпаторийского конного эскадрона. В начале 19 века дворяне Крыма обратились к императору Александру I с предложением сформировать из числа крымских татар несколько конных полков по образцу казачьих. Над созданием этих экспонатов трудились крымские кузнецы. В Текие надеются и на дальнейшее сотрудничество с ними для того, чтобы в будущем создать музей древних воинов Крыма.